Петимат Баркинхоева спешит на семинар для паломников. На такую важную встречу она приехала из Мужичи. Возможность посетить святые места Мекки и Медины женщине в этом году выпала впервые. К подготовке к совершению одного из 5 столпов ислама Петимат относится со всей серьезностью. Желание совершить хадж в этом году высказали порядка 1000 жителей республики. Для большинства из них такие семинары далеко не первые. На встречу также приглашены врачи, работники таможенной службы, Роспотребнадзора и, конечно, сотрудники комитета по хаджу и управления по делам религии. Здесь будущие хаджи могут получить ответы на все волнующие их вопросы. К примеру, Ахмед Аушев интересуется, можно ли брать с собой в дорогу продукты питания. Консервированные продукты же или герметически закрытая упаковка очкалезешь. Вещь самолета, чего Болхачана, продукты питания запретить для вывозить. Запрет перевозки продуктов питания направлен в первую очередь на предотвращение вспышки инфекционных заболеваний. Интересуются паломники и обязательной вакцинацией против дизентерии, гриппа, менингита и других заболеваний. Ее необходимо пройти каждому за 10 дней до вылета и получить соответствующий сертификат. Еще один важный нюанс – долги, числящиеся за паломником, будь то кредиты, налоги или неоплаченные счета за коммунальные услуги. Собравшимся объясняют, таких должников будут просто снимать с рейса. Слово «хадж» переводится с арабского как «паломничество», связанное с посещением Мекки, Масджид Аль-Харам и ее окрестности в определенное время. Основные обряды хаджа – таваф, обход вокруг священной Каабы, ходьба, а в некоторых местах и бег между горами Сафа и Марва, посещение долины Мина, и в завершении паломники приходят к горе Арафат, где следует провести весь день до самого захода солнца. Там же верующие делают дуа. Считается, что дуа на горе Арафат принимается Всевышним Творцом. ديت مدى سبور إبراهيم بيمر تيكش خان شين دخزة وشو ما يعني نجينش كعدوغ جدا دال إبراهيم بيمر أمر ديش أسبوع بلدو باقش آية دبر عن دسا وأذن في الناس بالحج عند عدو الغوز نخا وسيدو الغوش شرج سنجة حجو دي تبيخش تيكر ودي إبراهيم da umar djece. Danas je Aničkana, Ibrahim iz Elri Andov, Ženiška. Esidu u del, šivaz dahazad uči nahaj. Habul daqay kirdi Ibrahim. Hatbi yagirdi, habaz daqay shikiri, shin kirdi shin hatiyetsiz yer. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Паломники, совершающие хадж и умра, являются гостями Аллаха Всевышнего. Если они призовут к Нему, то Он ответит им. Если они станут каяться перед Ним, то милостивый простит их». Попросить милости Всевышнего, посетив заповедную мечеть, собирается и Ибрагим Тичоев. Он уже совершал хадж в прошлом году и знает все тонкости обязанностей паломника. Правда, в этом году Ибрагим едет не один, а со своей матерью. На семинар она прийти не смогла по состоянию здоровья, но это не помешает ей исполнить повеление Всевышнего, надеется Ибрагим. حلخر داخل مل دزد دخ أن نقبع نجد أشلاشتن كأخر شق داخل صدري وعشت دان دوج لقط دا مغلا جت الشامبو جاموتي بيهم لزيرت تيج مثل В этом году вылетом и организацией хаджа в Ингушетии занялась фирма «Имантур». Квота для республики осталась на уровне прошлого года 1400 человек.
بزنق ببيس بخ دال اتو بخ بار موجز ماش بولج دبخ يخص بخ شي دوغش تبار شي حجل ناقش قوتشدش دال قابل دا حجل دا يتصلصر. Хадж. От одного этого слова появляется трепет в душе, отмечают паломники. Это удивительное и ответственное событие в жизни каждого мусульманина, которое дарит возможность осмыслить главное в жизни. Самым сложным при подготовке к хаджу является процесс оформления документов. Благо на сегодняшний день все паломники нашей республики уже оформлены и готовятся к хаджу только морально. Это последний семинар, где собраны все будущие хаджи Ингушетии. Напомню, что первая группа паломников отправится из аэропорта Магаз в самое главное путешествие в жизни 21 числа этого месяца. Юсуп Гелисханов, Майырбек Миржоев, Новости 24.